Любой успех кажется успешным, когда ты его смотришь или слышишь у другого человека. На самом деле существуют какие-то закулисья. И я хотела бы поделиться своим опытом, потому что когда женщина приходит в вооруженные силы, в Национальную гвардию, в первую очередь это стереотипы. Военная служба – это всегда мужчины, это мужская территория. Поэтому женщинам приходится преодолевать очень много трудностей. Это в первую очередь, когда, во-первых, я пришла в психологию, когда в государстве профессия психологии только-только набирала свои обороты, еще никто не верил или не понимал, в чем же заключается или в чем ценность этой профессии. Поэтому приходилось на своем пути очень много чего преодолевать. В первую очередь, когда на тебя смотрят и говорят, ну чему ты можешь научить? Ну какая польза может быть от тебя? И поэтому это такие стереотипы, которые постоянно приходится преодолевать. Следующее – это когда случается что-то очень критически важное, и нужно срочно принимать решение. И это тоже про то, какая ответственность на тебя ложится, потому что когда ты военнослужащий, там нету такого, что это женская работа или мужская. И в какой-то момент я понимаю, что я очень сильно выгораю, потому что одна из главных, которая сделала для себя урок, такой самый главный урок, я все пыталась сделать очень идеально. В тот период у меня не было таких наставников, на которых я могла бы опираться, потому что профессия только-только набирала свои обороты. Не было людей, которые бы могли поделиться своим опытом, потому что профессия, опять же, повторюсь, молодая. Было очень тяжело, и опять же, в силу своей какой-то индивидуальности, а мне всегда хочется сделать быстро, хорошо, идеально, я понимаю, что так сделать просто нереально и невозможно. И я, конечно, сильно приводила себя к такому сильному истощению, усталости. И в какой-то момент я из этого сделала большой для себя урок. Нельзя помочь человеку, если ты сам наполовину пуст. И, конечно, в первую очередь нужно обращать внимание на себя. И что я делала? Я начинала обучаться. Это постдипломное обучение профессии психолога. Это очень филигранная работа, это очень тонкая работа, это многогранная работа. Здесь нужно очень много знаний. Я много обучалась. Второе, я занималась собой, своим состоянием и психологическим, и физическим, потому что нужно быть очень сильной, устойчивой. Когда ты служишь в армии, это служба такая, она требует от человека такой максимальной включенности. Ну и, конечно, для меня очень было важно оставаться при этом честна с собой. Для меня очень важно делать работу качественно и хорошо. Поэтому я выбрала такой путь, что нужно и уметь балансировать между ответственностью, между заботой о себе и честностью перед людьми, потому что когда я выполняю эту работу, я за кого-то несу точно какую-то ответственность. Я, наверное, скажу высокопарно, но все-таки для меня главный принцип мой – это делать хорошо ту работу, которую я начинаю, быть честной по отношению к себе и к людям. И, конечно, нести ответственно, выполнять ту часть работы. Поэтому для меня очень важна любая работа. Может быть, поэтому я и нахожусь сейчас в проекте «Улттық қазына», что молодой человек, который сейчас имеет такую возможность попасть в проект «Улттық қазына», он может именно получить то, чего не было в моем детстве или в моей молодости. Не было такой возможности иметь. Государство очень много делает для того, чтобы развивать нынешнюю молодежь. Это и гранты, это и проекты, это и интернет, это и знания, это и наставничество, то, что и есть вот в проекте «Улттық қазына». Поэтому я также здесь нахожусь, потому что хочу поделиться своим опытом, своими знаниями, потому что в настоящее время не обязательно набивать личные свои шишки, потому что есть люди, которые готовы с вами поделиться своим непростым, таким тернистым путем к достижению какого-то результата и получать более быстрые результаты и развивать свои навыки.